Сегодня мы поговорим про такую тему. Вот у многих дома есть копилки, куда мы складываем монетки, да, такая кубышка. Некоторые действительно на что-то копят, другие просто складывают мелочь, чтобы вот она в кошельке не звенела и тяжесть не создавала. Хотя кошельки, конечно, это сейчас редкость, но тем не менее, вот если есть у вас дома такая кубышка, такая копилка, и она уже порядком поднадоела, обратите внимание на акцию «Монетная неделя». Почему на нее стоит обратить внимание, для чего она существует, мы сейчас и поговорим с нашим гостем. Да, заместитель управляющего отделением Национального банка по Республике Башкортостан, Банка России, Егор Михтанюк. Егор Викторович, доброе утро. Доброе утро. Егор Викторович, вот это всегда такая проблема, мелочь, казалось бы, да, но мне кажется, у каждого дома вот она есть, да. Вот расскажите, в чем суть акции? Ну, действительно, сейчас в полном разгаре идет монетная неделя. Она началась 20 мая, закончится 2 июня. Неделю целую, получается. Да, проходит она под эгидой Банка России и заключается в том, что все граждане в эту неделю, в эти 2 недели могут прийти и сдать накопившуюся у них мелочь, обменять ее на наличные деньги, на бумажные деньги без комиссии, либо положить на свои счета в банк. А разве это нельзя сделать вот в любой день недели, когда захотел? Действительно, это можно сделать любой день недели, но в обычные дни с вас могут взять комиссию за обмен, за то, что вы положите на счет, конечно, комиссии не возьмут, ну вот за обмен теоретически могут взять. Ну и кроме того, банки просто будут готовы вас встретить, это все-таки нужно посчитать эту монету, они вас будут ждать. Это выделяется специальный менеджер, который... С такими сильными руками, да? 1843, там даже не руками, а вот такие пальцы, Мелкая моторика. Мелкая моторика развитая. А для чего банкам нужна мелочь? Вообще не хватает ее или что? Ну, действительно, мелочи не хватает. Ну, не столько, конечно, банкам, сколько их клиентам. Это, прежде всего, крупные торговые сети, транспорт, ну и любые предприятия, где используются в расчетах мелкие монеты. Ну, это все при том, что Банк России достаточно много ее чеканит. А сейчас в обороте 72 миллиарда 200 миллионов кружков монеты на общую сумму 126 миллиардов рублей. Это практически по 500 монет на каждого россиянина. 500? Тем не менее, ее не хватает, потому что она во многом оседает у вас вот в кошельках, копилках, и вы просто ее не несете обратно в оборот. В этом проблема. И акция нацелена на то, чтобы вернуть как раз в оборот вот эти накопления ваши. А в любой банк можно прийти? Или как какие-то определенные банки, там какой-то список есть, куда можно пойти и и сдать мелочь? Да, ну вы можете посмотреть сайт монетнаяneделя.рф. На этом сайте вы можете выбрать свой регион, свой населенный пункт, увидеть там список банков-участников, ну не все участвуют, увидеть адреса их офисов, время работы и условия обмена денег. А Национальный банк тоже участвует? Можно туда прийти? А Национальный банк – это подразделение Центрального банка, и мы напрямую с физическими лицами расчетами не занимаемся. Поэтому все-таки нужно идти в коммерческие банки. Слушайте, ну в любом городе же это по всей республике действует? А не так, что это вот только в Уфе приезжать? Практически во всех крупных городах, где присутствуют подразделения наших кредитных организаций, ну, Уфа, Стерлитамак, Туймазы и так далее. Вот как раз на этом сайте можно увидеть в вашем городе. И, соответственно, вопрос. Я как являюсь, так скажем, клиентом нескольких банков, да, но есть банки, в которых я не обслуживаюсь. Ну и, соответственно, складывается вопрос, я могу прийти даже в тот банк, где у меня нет счета, да, и вообще в любой банк могу прийти, или только в те, вот, где у меня есть какие-то определенные договоры? Смотрите, если вы хотите просто на бумажные деньги поменять, вы можете в любой банк прийти. Если вы на свой счет хотите положить, тогда вам в ваш банк надо прийти, где у вас открыт счет. А нужно какие-то документы с собой брать, вот, если хочешь мелочь? Да, нужно взять с собой паспорт, и у вас попросят составить заявление на обмен или на вложение. Ну, в общем, чуть-чуть времени запланировать надо. Да. Ну и складывается вопрос. Хотя бы. Складывается вопрос. Вы сказали, что на каждого приходится по 500 монет. А если у кого-то чуть больше, есть какое-то ограничение, что вот типа не больше 1000 железных кругляшек, да, можно сдать? Или там не принципиально вообще любое количество можно принести? Нет, таких ограничений ни по сумме, ни по количеству нет. Ну вот на прошлой акции в Кемеровской области один гражданин принес по 1000 копеечных, 5-копеечных монет. Никаких ограничений нет. Пожалуйста, несите все, что есть. Какая сумма получилась в итоге? Ну, чуть больше 60 рублей. Интересно, сколько это килограммов было? Какой он нес? Банок человек нес. И вот теперь самый важный момент. Сейчас многие смотрят, думают, все, я готов, я согласен. Но
банка, кубышка, копилка одна, и, соответственно, мы туда и скидываем и 5-рублевые, и 5-копеечные, и там номинал разный. Нужно ли как-то сортировать по номиналам, или как-то ты приходишь и там, высыпаешь куда-то, и они каким-то образом там сами по себе считаются? Ну, в разных банках условия разные, какие-то у вас попросят рассортировать монеты. Но в любом случае лучше, конечно, их рассортировать. Это заранее. меньше времени займет на обмен этих монет. Ну, обмен-то да, а вот дома посидеть. Сегодня у Ну, нас это- семейный разбор. Да, Оп. это команда образования. Взяли детей, и вот вечер уже сложился. Слушайте, а можно принести старые монеты? Там, например, вот у меня есть такие советские. Нет, к сожалению, в акции участвуют только монеты, находящиеся в обращении, то есть выпущенные после 1997 года. Ни советские, ни царские, ни какие-либо другие обменять нельзя. Ну и нужно упомянуть, что 1997 года. Да, да. А то у меня есть имперская момента, знаете ли. 1907. Слушайте, а вопрос, если обменивают, а если у кого-то остались, ну, вот иностранные вот эти вот центы всякие, это, фунты, или какие там еще есть деньги тоже? Ну, какие-то Я есть. верю только в рубль, поэтому... Да, в этой акции участвуют только российские монеты. Все, только наши. А если ну, монетка повреждена там где-то как-то, ну, откололся или еще что-то? Или с нагрудника прокрученная с дырочкой. Или бывает такое, кусаешь, типа, настоящий рубль. Вместо зуба да? монета пострадала. Да, вы можете принести и поцарапанные, и потемневшие, и погнутые, и даже просверленные монеты. Слушай, ну и финальный, наверное, вопрос, будем потихонечку подходить к завершению. Вот сейчас век современный, и все используют безналичный расчет. Да, потому что у кого не спросил, ну, у всех карта, даже если у кого-то занять какие-то деньги, да, ну вот просто в обиходе где-то что-то там, приобрести кофе или в автомате, и ни у кого их нет. Даже автоматы сейчас все уже принимаются и по аркадам, и по картам. И, соответственно, вопрос, зачем Банку России заниматься вообще в принципе наличкой? Вы правы, действительно, доля безналичных расчетов постоянно растет из года в год, но вместе с ней растет и объем наличных денег в обращении. Вот за прошлый год он вырос на 12%. А если говорить конкретно о монете, как я сказал уже, да, там почти на миллиард кружочков за год вырос объем монет с 71,3 до 72,2 миллиардов кружочков. Поэтому монета и наличные деньги остаются в обращении. Большая часть наших граждан не готова от них отказываться. И многие категории населения, например, наши родители, бабушки, дедушки предпочитают использовать наличные деньги. На селе они пользуются спросом. Поэтому, несмотря на развитие безналичных платежей, Банк России не намерен отказываться от наличных денег. Слушай, ну не впервые проводится у нас монетная неделя или нет? Раньше такие акции проводили многие банки самостоятельно, но вот именно в формате общероссийском под эгидой Банка России. Первый раз такая акция прошла прошлой осенью, и она была достаточно успешная. В стране было собрано 20 миллионов кружков монеты на сумму 87 миллионов рублей, 83 миллиона рублей. На секундочку, это 87 тонн монеты. Республика тоже активно участвовала. 70 офисов 13 наших банков участвовало. 800 наших сограждан сдали свои монеты на общую сумму 426 тысяч рублей. На общую сумму 1 600 000 рублей 426 тысяч кружков монеты было сдано. Так что, друзья, напоминаем, Это цифры. что с 20 мая по 2 июня у нас в Башкортостане проходит монетная неделя. Это тот самый момент, когда вы можете взять свои копилки, кубышки, принести их в банк и разменять или положить на счет совершенно бесплатно, без каких-либо комиссий, без каких-либо трат. Поэтому пользуйтесь, все это специально для вас. У нас в гостях об этом событии рассказал заместитель управляющего отделением Национальным банком по Республике Башкортостан Банка России Егор Михтарюк. Спасибо большое. Игорь Викторович. Спасибо вам. Призываем наших граждан прийти и придерживаться в будущем такого поведения. Не оставлять у себя монету, а приносить ее в банки или в магазин. Возвращайте в обращение.